Всем добрый день. Здравствуйте. Добрый день, меня слышно? Да, вас слышно. А меня? Все нормально? Да-да, все хорошо. Все супер. Всем здравствуйте. Сегодня у нас в эфире Татьяна Миронюк, исполнительный директор Национальной волонтерской сети. Как ваши дела? Все хорошо, спасибо. Отлично. Тогда давайте начнем. Татьяна, расскажите, пожалуйста, о миссии и основных целях Национальной волонтерской сети. Ну, Какие программы и инициативы она реализует? хорошо. Наверное, я в целом расскажу, что за организация Национальная волонтерская сеть. Мы занимаемся не просто волонтерской деятельностью, мы не, наверное, даже больше, мы не совсем волонтерская организация. Мы, по сути, некая площадка и платформа для других волонтерских инициатив, волонтеров по всей Республике Казахстан и на международном уровне в том числе. По сути, мы недавно даже для себя приняли такое определение, как доказать, чем мы занимаемся. Мы долго-долго обсуждали это в коллективе, и нам говорят, ну вы же профсоюз. И мы такие, ну да, мы можем быть профсоюзом для волонтеров. По сути, да, Национальная волонтерская сеть — это как advocacy организация, которая занимается поддержкой и развитием волонтерства на 3 уровнях. Это гражданский сектор, непосредственно волонтерские организации, волонтеры, госструктуры, и бизнес-сектор, потому что нам очень важно сотрудничать во всех вот этих направлениях и сферах и показывать, где и как может работать волонтерство. Чем мы напрямую занимаемся? У нас есть 3 приоритетных направления. Это тоже очень важно. Первое направление — это международное сотрудничество. Вот здесь хочу чуть-чуть похвастаться для всех тех, кто работает в сфере волонтерства. Недавно буквально в Нью-Йорке был обзор центральноазиатский по волонтерской деятельности в этом году. Для нас это победа, потому что это первый такой обзор. В основном у нас есть глобальный, он там происходит раз в 2-3 года. Но вот по Центральной Азии первый раз в этом году полностью блок посвящен только нам. Ни одно вот такое вот, ни строчка, ни где-то абзац и так далее, а целая большая книга по тому, как уникально волонтерство в наших странах и чем мы дышим, какие у нас есть проекты, какие кейсы, на что можно акцентировать внимание, и в том числе и законодательные нормы. Мне кажется, это очень здорово. Плюс, конечно, мы все ждем 2026 год, год, который будет направлен вообще на сферу волонтерской деятельности, это год мобилизации волонтеров. И, конечно, очень лестно, что Казахстан дает повестку того, как будет реализовываться этот год, потому что наш президент вообще предложил эту идею. И поддержали его 26-й год уже совсем скоро. Казалось, если честно, раньше, в 2021 году и так далее, как будто это очень далеко. Но вот смотрите, время очень быстро проходит, и вот уже скоро. Это то, что касается международного взаимодействия. Там есть ряд еще своих отдельных проектов. Международный, например, центр волонтерства, который работает на взаимосвязь по тюркоязычным странам, потому что нам интересна наша специфика и то, чем различается волонтерство. На самом деле, может быть, у нас и есть 3 одинаковых принципа, но мне кажется, все-таки есть такая своя уникальная специфика у нашей страны, вообще в целом у центральноазиатского региона и тюркоязычных стран. Опять же, асар традицию никто не отменял. Очень многие путают, что это такое. Но вот в обзоре, кстати, мы на это тоже сделали отсылку. И, надеюсь, очень верно рассказали, как это работает, что это не только бедствие, что это и счастье иногда бывает. Мы просто объединяемся для того, чтобы помочь. Вот. То, что касается направления взаимодействия с госструктурами, мы работаем над законом о волонтерской деятельности, это тоже очень важно. Если раньше нам необходимо было 10 лет для того, чтобы в 2016 году приняли закон о волонтерской деятельности, то я хочу сказать, что с 2020 года правки в закон внесли за 2 года. В 2022 уже внесли правки по закону о волонтерской деятельности, которые на самом деле влияют на казахстанцев. Вполне не все волонтеры, наверное, знают то, чем они могут пользоваться. Во-первых, это правка, по которой мы убрали обязательный договор соглашения с волонтером. Мы все нарушали эту правку с 2016 года, никто не подписывал договора, поэтому посчитали, что она нерентабельна. И по согласию с волонтером, конечно, лучше подписывать договор безвозмездного найма,
или соглашение, но оно может быть по согласию с волонтером, это не обязательная норма. Что еще внесли? Это достаточный минимум для реализации волонтерской программы. Это означает, что те, кто организует мероприятия и так далее, должны обеспечить комфортную среду для волонтеров. Это, кстати, правка очень сильно работает на бизнес, потому что мы все с вами проводим ивенты и так далее. И, к сожалению, многие бизнесмены грешат тем, что они в последнюю очередь закладывают бюджет на волонтеров, и, конечно, бывает такое, что волонтеры там остаются, например, без питания, без дополнительных рабочих мест, даже без комнаты, например, где они должны осуществлять какую-то работу и так далее. Теперь можно ссылаться на эту правку в законе, особенно если это ЧС, волонтерство по ликвидации последствий ЧС и так далее. То есть обязательная норма, нам необходимо обеспечить волонтерам достаточным минимумом. То есть если вы работаете больше 4 часов, как бы это ни смешно было для волонтеров, меня сейчас волонтеры многие поймут, вас должны покормить. А то иногда волонтеры говорят, мы же работаем за еду, но это, конечно, не так, но в плане того, что все-таки давайте будем честными, если вы работаете, у вас большой трудовой опыт, то организация или даже инициативная группа должна вас предупредить о том, что там какой-то достаточный минимум есть, какого-то минимума достаточного нет. Ваша задача как волонтера уже на него согласиться, правда? Но эта норма есть в законе. Также туда вошла норма по предоставлению помещений для волонтерских организаций, в том числе в ЧС, потому что мы очень сильно сталкиваемся с тем, что нам негде, например, заниматься сортировкой, складских помещений нет, хранения гуманитарного груза, причем и продуктового тоже, а это своя особенная норма. Поэтому это ввели в закон для того, чтобы у нас не было потом противоречий с местными исполнительными органами. И, кстати, уже в многих регионах волонтерские организации пользуются этой правкой, и им предоставляется помещение безвозмездно. Что это означает? Те, кто снимают такое помещение, они платят в основном за коммунальные услуги, но не оплачивают аренду за помещение. Либо есть другая норма, в некоторых регионах по-другому решили, и это зависит от местного исполнительного органа, то есть от акимата, как он решает. Например, они платят минимальную аренду, в которую включается коммунальная услуга. По сути, то на то и выходит, в плане того, что, в принципе, все равно это не такая огромная сумма, когда ты, например, снимаешь помещение, в том числе и складское, а в ЧС такие случаи были, когда волонтерам приходилось за свой счет снимать еще и склад для того, чтобы сортировать гуманитарный груз. Чем еще мы занимаемся в этом направлении? Это государственный стандарт. Он у нас идет как методические рекомендации, спущенные в регионы для местных исполнительных органов. Кажется, все очень сложно и тяжелый язык, но на самом деле все очень просто. Этот стандарт позволяет акимату реализовать программы, которые направлены на то, чтобы помочь волонтерскому сообществу работать. Где-то хорошо метод рекомендаций заработали в каких-то регионах, где-то, конечно, еще не очень. Но вот наша задача на ближайшее время по стратегическому партнерству внедрить эти метод рекомендаций, чтобы каждый регион заработал. У нас есть еще такой замечательный документ «Дорожная карта развития волонтерства». В этом году, вернее, в том году мы подписали дорожную карту поддержки волонтерства, потому что на 3 года, то есть та закончила свой срок, у нас новая дорожная карта, уже поддерживать, стимулировать дальше волонтерскую деятельность. И каждый местный исполнительный орган пишет у себя тоже дорожную карту. Наша задача смотреть, как это реализовывается, чтобы волонтерам на самом деле было проще работать у себя на местах. Ну и третье немаловажное направление в целом в национальной волонтерской сети – это работа с регионами. Все очень просто. У нас есть члены сети, у нас есть партнеры, с которыми мы работаем, у нас есть гуманитарный счет, опять же, по ЧС, который крупномасштабный и так далее, когда мы открываем. И эта работа связана с тем, что мы постоянно проводим обучающие программы, семинары, по запросу, помогаем организациям, например, зарегистрироваться в сфере волонтерства, прописать для себя какие-то политики и практики, на которые они могут опираться. Очень большая работа здесь, и очень важно, что у нас есть хорошие представители, чем, наверное, очень сильно отличается НВС от многих организаций. Вы нигде не найдете
дополнительно, ну вот НВС. Нигде в регионах филиалов нету. Но у нас есть самодостаточные организации, как партнеры, которые и так работают в сфере волонтерства, причем в различных направлениях. От поисковой работы, ЧС работы, экология, кто-то работает там с людьми с инвалидностью, третьи работают, например, с домашними животными и так далее. В общем, большое-большое поле работы, направлений, а наша задача эти организации поддерживать. Конечно, мы не можем как организация охватить все поле волонтеров, потому что оно достаточно широкое. У нас больше 240 тысяч на данный момент в Казахстане. Это огромный показатель даже на душу населения, если мы просто процентаж увидим. А еще сколько, такое смешное слово, невыявленных волонтеров, потому что на самом деле каждый гражданин Казахстана так или иначе, там, вот каждый восьмой мы так считали примерно, знаете, такая неформальная статистика. Каждый восьмой гражданин Казахстана так или иначе волонтер, он осуществляет свою деятельность добровольно, безвозмездно, на благо общества, просто он не называет это волонтерством. И это достаточно очень интересно, потому что благодаря вот 2026 году я очень надеюсь, что мы с мировым сообществом ведем индекс просчета волонтерской деятельности. Что это означает? Сейчас есть формула экономического вклада. Вот, например, казахстанцы за прошедший 2023 год внесли в бюджет только своей деятельностью, только своими волонтерскими часами 4,9 миллиарда тенге. Это огромная сумма. И причем это такой не совсем, наверное, сложный даже подсчет, потому что он у нас утрированный, у нас есть формула, она достаточно тяжелая, а мы все-таки пользовались своими какими-то установками, среднюю там зарплату выводили и так далее. А если мы вернемся к сложной формуле, то эта сумма увеличивается в 2-3 раза. Потому что идет, где-то эксперты прилагают усилия, где-то мы включаемся в ЧС волонтерство, а это большой вклад людей, даже которые не системно работают, потому что мы сейчас делаем замер только системно работающих волонтеров, которые работают на постоянной основе. Что даст индекс волонтерства? Он нам позволит как раз-таки считать инициативные группы и просто гражданский сектор. Все-таки я надеюсь, что мы сойдемся на том, как это правильно просчитывать, как на это делать акцент. И это очень важно на самом деле для того, чтобы закладывать бюджет, например, на какие-то волонтерские практики дальше. Мы должны оперировать с вами официальным языком, не просто переходить и говорить дайте нам что-то, а мы должны все-таки ссылаться, например, что волонтеры вносят такой-то показатель, что волонтерская деятельность существует в Казахстане, чем мы занимаемся, какие приоритетные направления. Я всегда очень часто привожу в пример ЧС, потому что мы недавно пережили в том числе и большие паводки и так далее, и там участвовало большое количество как волонтеров, так и просто населения, которые добровольно пришли помогать. И вот этот просчет и так далее, он очень важен, даже просто доказательно. Например, в Казахстане по специфике не нужно мобилизировать людей. Мы и так сами мобилизируемся, мы поднимаемся вот так, просто у нас, если ЧС и так далее, нас не надо объединять. Поэтому тратить на это усилия с точки зрения там, бюджета и так далее нет смысла. Есть смысл делать конкретные каналы связи, конкретные площадки для удобства работы волонтеров. Например, они точно знают в ЧС, там, какое лицо отвечает, какой канал связи, куда мы приходим. И обучающий компонент. У нас, например, есть уже достаточный минимум обученных волонтеров, и они передают свои знания. Там, как правильно делать гуманитарный груз, как правильно его собирать, как правильно его отправлять, что нужно шифровать и где нужно регулировать. Тогда мы с вами переходим на более качественный уровень работы с волонтерами. Это важно. Мы становимся на уровень осознанного волонтерства, когда мы понимаем, что мы делаем, какие у нас будут последующие шаги, и что мы не наносим вред своей деятельностью. Наверное, это самый важный компонент, который есть. Вот, в принципе, надеюсь, не сильно много времени заняла, но это то, чем занимается НВС и ее прямая миссия. Поддержка и развитие волонтерства. Спасибо вам большое за такой развернутый ответ. Также хотелось бы уточнить у вас, какое именно участие ваша организация проявляла во время ликвидации ЧС, на примере там, паводков, пожаров и так далее. Можете подробнее рассказать? Да, могу. У нас есть несколько принципов, у нас есть своя политика, которая написана по поводу ЧС. Во-первых, мы участвуем только в крупномасштабных
ЧС, мы не работаем как благотворительный фонд, поэтому здесь очень важно по этой политике, что наша задача поддержки регионов. Мы не собирали, вот у нас есть гуманитарный счет, например, когда был пожар в области Абай, мы там собирали деньги и были направлены они по регуляции большей частью на детей, которые пострадали, у которых погибли родители, потому что была большая сумма, очень сильно включилось государство, и мы просто коллективно, коллегиально решили, что мы просто так деньги направлять не будем. Поэтому у нас 11 детей, которые остались где-то полностью где-то вот без одного родителя, поэтому мы решили им помочь. У них есть счет, который взаимосвязан с одним из родителей или опекунов от Басыбанк и Национальная волонтерская сеть. Родитель не имеет права снять деньги с этого счета до совершеннолетия этого ребенка. 15 миллионов тенге на каждого ребенка ушло с этого гуманитарного счета. Также мы закупали различные вещи, которые требовались там на местах, и причем, согласно нашей политике, мы должны работать с третьим лицом, который находится в этом регионе. Это достаточно сложно, потому что наши регионы не готовы работать по безналу, они не готовы, потому что мы не снимаем деньги счета, это по политике у нас запрещено. Они не готовы, например, там, в срочном порядке бензин оплачивать, там, например, талоны и так далее. В субботу, например, там, вот, в семье там все закрылось, и нам заправка там не отвечала до понедельника, да, а это очень сложно, потому что в ЧС нужно быстро обработать какие-то данные, еще что-то. Потом по закупу, например, атрибутики и так далее, мы же тоже не можем просто так, например, купить пожарную машину. Вот я объясняла, было очень много хейта в этот момент, потому что там говорят, срочно, у вас столько денег, купите машину, там, пожарную и так далее. Но это же не за хлебом сходить в булочную, и не получится так просто ее потом передать на учет. То есть мы должны все равно смотреть с точки зрения каких-то инициатив, куда потом дальше это будет распределяться. Вот даже, например, форму, если закупать, а мы закупали и берцы, и форму, просто так купить, прийти и отдать, и сказать, нате, пользуйтесь, тоже не получится. Нужно, во-первых, собрать размеры с этих людей, закуп делать под конкретный отдел, например, ЧС, который участвует, и по размерам выдавать потом эту форму, чтобы потом даже мы могли доказать, что мы действительно целенаправленно использовали эти средства. Поэтому это очень сложная работа, продуктивная. В паводках мы не собирали средства, но нам все равно на счет по старой памяти пришло около 4,5 миллионов и 10 миллионов от другого фонда. Мы точно так же через регион их направили на поддержку как волонтеров, так и напрямую тех людей, которые пострадали на паводках. Выбрали приоритетно на тот момент 4 региона самых первых, которые пострадали, и в них осуществили также деятельность вот, согласно нашей политике. То есть мы в регионе находим лицо, согласное нам помочь, они в регионе, где осуществляют закуп безналичкой, все там осуществляют и так далее, нам предоставляют отчет. Работаем так. Если нужно выехать, мы уже на выезде там разбираемся, где какие-то компоненты необходимы. Здесь мы больше работали по алгоритмам. Первая группа ЧС, которая была создана, и мне кажется, первый раз на моей памяти глобально мы первый раз состыковали волонтеров с департаментами по ЧС внутри регионов. Где-то плохо произошла состыковка, я не буду вам врать, не очень, например, хорошо, где-то там они друг друга не слышали и так далее. Но какие-то регионы очень хорошо отработали, я сама практически во всех этих чатах нахожусь, и я прям видела это взаимодействие. Что-то случилось, тут же выезжают волонтеры, взаимодействуют ЧС и ДВД, это тоже департаменты, да, внутренних дел, которые работают в регионах. И вот такая взаимосвязь комбо происходит. Где-то прям хороший налаженный контакт. Мне кажется, это стоит только развивать, закреплять. И благодаря этому мы работаем как раз с Министерством ЧС по созданию мобильных групп. Что это означает? Вот сейчас идет пилотный проект в Кустанае. Мы ждем, как это пройдет. Мы сейчас собрали все минусы и плюсы того, как это запустилось, потому что хотим масштабировать это на республику. В общем, в Кустанае проходит обучение мобильной группы волонтеров. Эти волонтеры подписывают соглашение, что они согласны участвовать в мобилизации при ЧС. Например, происходит ЧС в этой области или рядом, в ближайших областях. Сразу пишется в чат, например, запрос от департамента ЧС, и они их вызывают, как бы мобилизируют.
Если там кто-то не в состоянии, там, или он куда-то уехал, он обязан предупреждать согласно этому соглашению. Они раз в год проходят нормативы, сдают, и сдают определенные экзамены по подготовке. По сути, их удостоверение будет приравнено к спасателю. У них, во-первых, и доступ будет, и, во-вторых, будут какие-то другие вещи и так далее. Пока по-честному это пилот. Мы смотрим еще раз, как это отработалось в Кустанае и так далее. Сейчас замеры сделаем, сколько минусов, какие есть плюсы по мобильной группе, какие люди туда приходят, потому что нам тоже важно на это сделать акцент. И здесь мы, ну, если уж позволите, наверное, убьем второго зайца. Я очень надеюсь на это. Заложим страховку и бюджетирование на эти мобильные группы. Потому что когда мы пришли по страхованию волонтеров, участвующих в ликвидации последствий ЧС, нам отказали, потому что нет такой нормы, во-первых. А во-вторых, мы не можем их посчитать. Ну, то есть сколько из них готовых волонтеров, которые все-таки участвуют в ликвидации последствий. И так далее. Как это просмотреть, как это просчитать, нигде нет резерва где-то, где мы можем этих волонтеров увидеть воочию. Любые другие, там, Казволонтир платформа или на самом сайте ЧС, МЧС тоже есть сайт, тоже регистрация волонтеров не дает полноценной картины, потому что человек зарегистрировался, он может быть уже сегодня не быть даже в Казахстане. Как этот просчет сделать? Поэтому вот эту мобильную группу страховать возможно, потому что мы будем знать четкое количество людей, которые будут в этих регионах. Все очень просто. Вот то, чем мы занимаемся именно по данному направлению. Спасибо большое, Татьяна. Подскажите, пожалуйста, а как вообще можно стать участником вашей организации? Все очень просто. У нас есть чаты, в которых находятся волонтеры, которые, например, по локации, так как мы в Астане, и, например, если мы проводим какие-то ивенты или собираем волонтеров на сторонние ивенты, не обязательно мы там участвуем, но есть много объявлений там и так далее. Алматы тоже, кстати, очень часто присылает, и Шымкент свои ивенты большей частью, да. У нас чат есть, по-моему, даже 2 чата сейчас разделено, там больше 3, потому что 1000 человек на данный момент, и нужно ловить объявления. То есть это, знаете, такая штука, когда ты скидываешь, за 5 минут это закрывается позиция, и, конечно, многие волонтерчики не успевают иногда даже среагировать, но кому интересно, можно туда добавиться в эти чаты, они абсолютно открытые, либо следить за нашей страничкой. Мы очень часто проводим различные конкурсы. Вот, например, недавно закончился конкурс на летнюю школу волонтеров. Это полная квота на обучение волонтерской деятельности, потому что многие смеются, говорят, чему обучаться волонтерству, я могу прийти и просто быть волонтером. Но на самом деле, если вы хотите быть координатором или вы хотите делать волонтерские проекты, это обучение, мы этому можем вас научить, есть определенный менеджмент, есть определенные навыки того, как писать социальные проекты, какие индикаторы нужно туда закладывать и так далее. Мы с удовольствием обучаем ежегодно, вот у нас уже 4-й год эта школа, и минимум по 2 человека с каждого региона. Это такой пул, который собран за вот 3 года точно. Это уже получается 6 человек в каждом регионе, которые проходили нашу школу. Вот закончится буквально сегодня-завтра конкурс, мы выложим объявление, кто прошел. Поздравляю заранее всех, кто примет участие. Привезем вас в Зеренду, да, и будем работать. Спасибо вам большое. Вот есть ли чат такой? К сожалению, в Красногорске нет, но вы можете нам, Дарик, написать, мы вам дадим контакты тех организаций, которые работают в Усть-Каменогорске. Вы сможете с ними связаться по волонтерству. Мгм. Хорошо, Татьяна, благодарю вас за такой полезный прямой эфир. Я думаю, всем эта информация очень пригодилась. Желаю вам достижения всех ваших целей, особенности удачи вам желаю в 2026 году. Всем Вот. волонтерам. Да, всем волонтерам. Спасибо большое. До свидания. Всего, Рахмет. Ciao, Bones.